Весной 2017 года наше издание запустило спецпроект «Якутия-Инфо. Жизнь в районах». В его рамках журналисты издания побывали в нескольких районах республики с целью изучения ситуации с бизнес-климатом. Какое будущее предпринимательства Якутии? Задавшись таким вопросом, мы взялись исследовать жизнь там, где развивается промышленность и куда власти республики стараются привлекать инвесторов. Первым пунктом в нашем маршруте стал Нерюнгринский район, где ситуация очень неоднозначная. По словам местного предпринимателя Александра Зорина, когда он приехал в Нерюнгри 3 года назад, здесь было порядка 250 торговых точек, куда он поставлял свою продукцию. На сегодня их осталось 150, и то из этих клиентов 30-35 вот-вот закроются. Пока в целом можно сказать, что стабильно, но спад чувствуется. А в связи с чем спад чувствуется? Мне кажется, то, что все-таки жителей становится меньше просто-напросто. Большинство, отток населения идет. А с чем связано отток В населения? некоторых торговых точках это очень сильно чувствуется, что некоторые просто закрываются из-за того, что нету людей. А в связи с чем? С отсутствием работы, мне кажется. Что людям нечем заниматься, негде зарабатывать. Когда Колмар пришел, и Наглинское месторождение ЛГУ сейчас будет добываться. Вроде как перспективы обещают же большие. А для жителей города это как? Мы почему-то не чувствуем, что в город приезжают люди, которые где-то будут работать. Такого нету. То есть Я думаю, что если бы развивалось, сюда бы, наверное, ехали люди, переезжали бы или искали бы работу, чтобы здесь работать и дальше жить. А сейчас происходит наоборот, люди ищут где-то в другом месте работу. А смотрите, если говорить о компаниях, которые здесь работают, вы как-то взаимодействуете с ними, поставляете продукцию свою, допустим, для... Мы конкретно нет. У них нет заинтересованности в нас. То есть они существуют... Потому что, по большому счету, им, может быть, выгоднее и дешевле самим приобрести где-то в России, самим привезти. То есть вообще никаких заказов у вас не принимают? Нет, у нас нет. Вот вы сказали, что В первую очередь. к вам трудоустраиваются сотрудники таких промышленных предприятий, да? Именно о каких компаниях шла речь? Якутуголь, Колмар приходили, что там они не могут найти работу. То есть они уволились с Якутугля и к вам нанимаются на работу, да? Да. Это Их уволили. когда Допустим, если, этим летом, когда я искал водителя, я только подал объявление, телефон весь день у меня был красный. То есть я понял, что я легко себе здесь найду водителя, и ни одного. В лучшем случае тут останутся, произойдет еще какой-то отток населения, станет город просто поменьше, станет тут 1030-40 населения. Нерюнгринский район называют южными воротами Якутии. Когда-то с ними связывали большое будущее. В интернет-форумах некоторые аналитики всерьез заявляли о необходимости переноса столицы в Нерюнгри. Опять же, со ссылкой на перспективы развития промышленности, более мягкий климат и статус транспортного узла. Однако, по данным, представленным Якутия-Инфо администрации Нерюнгринского района, если в 2015 году здесь проживали 76,2 тысячи человек, то в 2016 году уже 75,4 тысячи человек. По неофициальным наблюдениям самих жителей, если в лучшие годы численность столицы района составляла свыше 100 тысяч человек, то сейчас она уже не дотягивает и до 60. Потому что работы нет, зарплаты нет нормальной, достойной, пенсии нет. Пенсии 35 лет люди отработали на северах, 12 тысяч пенсий. А что пенсия? Так мы не прожили. Никак. Если зарплата, то она так 20 тысяч. А если у вас семья, ребенок и жена, попробуйте прокормить себя на 20 тысяч. Ну все-таки если ребенок, конечно. Все закрывается, все продают, как у москвичам типа продавали уже. Это, конечно, зависит от местного правления, я имею в виду. Если бы они ценили свою землю, как мы ее ценим. Я здесь практически не вырос, здесь 34 года. Между тем, в последние годы сюда стали заходить другие крупные промышленные игроки. Помимо угольного гиганта Мечел, сюда пришли такие компании, как Колмар, Газпром, Транснефть. С Колмаром ситуация интересна вдвойне, в связи с тем, что именно под эту компанию в республике будет создана целая территория опережающего социально-экономического развития. А это означает особый налоговый режим в ТАСЭР Южная Якутия. На протяжении 5 лет нулевая ставка по налогу на имущество и на прибыль.
Главный момент. На ГОКах компании задействовано много местного малого и среднего бизнеса. На одном только ГОКе Денисовский около 20 местных фирм, участвующих в строительстве фабрик, шахты и текущем обслуживании. Есть еще и ГОК Инаглинский. Там тоже работает порядка 10 предприятий малого бизнеса. На субподрядах работают небольшие строительные компании, поставляют щебень, бетон. Есть местные филиалы сервисных центров, обслуживающие оборудование, такие как Caterpillar, Sandvik и Joy. У нас ООО МИК поставляет нам щебень, это тоже средний бизнес, поставляет 3 компании у нас поставляют бетон, изготовляют бетон и своими миксерами доставляют бетонируемые. Поэтому сегодня, ну и плюс, если говорить еще сервисные центры, которые обслуживают оборудование, такие как Caterpillar, такие как Sandvik, вот, известные фирмы Joy. Вот, поэтому, если смотреть только ГОК Денисовский, да, если мы говорим Достаточно много задействовано. Да, у нас где-то около 20 сегодня фирм, которые участвуют вместе с нами на проекте по реализации как строительства фабрики новой Денисовской 6 миллионов, так и на строительстве шахт и на обслуживании существующей шахты Центральная Денисовка. Но дело не ограничивается подрядами для строительства объектов. На обогатительных фабриках Колмара в перспективе будут трудиться до 800 человек. Всех этих людей нужно обслуживать, в первую очередь кормить. В промышленных компаниях этот процесс организуется по-разному. Кто-то создает свою подрядную организацию, а кто-то прибегает к помощи внешнего аутсорсинга. Есть специальные российские и международные компании, специализирующие на предоставлении таких услуг. В этом году на фабрику придет порядка 340 человек. Дополнительно будем набирать людей, организация рабочих мест. И плюс у нас еще с другой стороны Аяма строится новая шахта, Восточно-Денисовская. Там тоже порядка 500 человек. Поэтому на Денисовском ГОКе будет порядка 2000 человек. И вот все эти люди, весь этот персонал будет питаться в этой новой столовой. У нас действительно есть такой проект. Проект для меня, он интересный и тем более перспективный. Этот город является таким моногородом, городом угля. Тем более у Колмара такие перспективные планы о продаже угля на зарубежные страны. И мы хотим действительно этому проекту дать такое серьезное внимание. Возникла она на уровне переговоров, когда Колмар пришел сюда, мы вышли с предложением действительно объединить усилия и предоставить услуги по обеспечению питания. Мы тут вступили не только так вот коллегами, да, а мы вступили инвесторами. Сейчас инвестиции, которые мы действительно вложили в этот комбинат питания, оно является нашим. И в дальнейшем с предложением действительно объединить усилия и предоставить услуги по обеспечению питания. Мы тут вступили не только так вот коллегами, да, а мы вступили инвесторами. Сейчас инвестиции, которые мы действительно вложили в этот комбинат питания, оно является нашим. И в дальнейшие планы сейчас Колмар в любом случае будет создаваться территория опережающего развития, уже идут оформление документации. И мы еще претендуем быть резидентом в этом ТОРе. Мы действительно заключили договор с Айгуль, и мы вместе с ней строили эту столовую. Само здание строили мы. Оборудование, которое необходимо для столовой, это приобретала Флида Миргазимовна, фирма ее Айгуль. И вот благодаря вот этому сотрудничеству удалось вот запустить современную столовую, которая сегодня в Нерюнгринском районе, на мой взгляд, одна из лучших. Важно разобраться в одном принципиальном нюансе. Будут ли крупные компании брать на подряд местные фирмы в обязательном порядке? Речь идет о так называемом входящем контракте, который обязал бы недропользователей привлекать в обязательном порядке местный бизнес. Как это выглядит технически? Есть бухгалтерская компания, которая оказывает бухгалтерские услуги. Есть, допустим, много перевозочных компаний у нас в республике. То же самое, да, не нужно вести. У нас есть опыт работы по газопроводу, когда мы были аутсорсингом по предоставлению питания в поселке Тында. Но то же самое мы там через себя пропускали, то компания, основной подрядчик приезжал сюда со своими
субподрядчиков. Александр Казимовна говорит, что очень много компаний, вот вы, допустим, пошли на взаимодействие, да, так повезло, может быть, району, да? Но некоторые компании, у них принцип такой, что мы не доверяем местным, мы ведем подрядчика всегда с собой. Вы знаете, это, скорее всего, вопросы, связанные с взаимоотношением нашего правительства с акционерами. И иногда я понимаю, что тяжело договориться там с московскими предпринимателями, да, потому что у них, поймите, если есть там, да, в Москве крупная компания, там такие как у нас, Колмар, как там Мечел, то у них есть уже годами проверенные подрядчики, годами проверенные люди, годами проверенные специалисты, с которыми они уже много каких проектов освоили и много что сделали в этой стране. Однако предприниматель Галина Кашукова считает, что проблема в другом, а именно в отсутствии условий для местного малого бизнеса, чтобы он был конкурентоспособным. Галина Николаевна обозначила две основные проблемы, которые, на ее взгляд, тормозят развитие местного бизнеса. Основная проблема – это наша неконкурентоспособность с субъектами малого и среднего бизнеса других регионов. То есть возьмем, к примеру, тот же Колмар, возьмем Газпром, Мечел, да? Вот, когда мы идем на торги, то мы уже изначально неконкурентоспособны. Возьмем предприятие Самурской области, да, возьмем предприятие с нашего Нижнекаринского района. При равных условиях мы уже становимся неконкурентоспособными, или мы, допустим, даже мы выигрываем конкурс, выигрываем тендер, но у нас прибыль гораздо ниже, чем в том предприятии. Конечно, это проблема. Вот. И вторая проблема – это отсутствие специалистов. То есть, имея разные направления, строительное направление, значит, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, управляющую компанию, да, я чувствую, что не то, что чувствую, значит, у нас не хватает специалистов, профессионалов, именно рабочих специальностей, высококлассных специальностей. Не хватает тех же сварщиков, тех же строителей, отделочников, монтажников, металлических конструкций не хватает. Ну, начнем даже с того, что поваров, отсутствуют повара. Повара у меня или пенсионеры, которым уже за 50, за 60, да, или приходят вот совершенно молодые, но они не обученные, потому что, опять же, нет у нас здесь на территории Нижнекаринского района, значит, такого профессионального заведения, которое бы выпускало квалифицированных поваров. С ней согласен предприниматель Сергей Радченко, занимающийся производством мебели. Он считает, что часть затрат, которую несет местный производитель, работающий в суровых северных условиях, могла бы взять на себя республиканская власть. Я в декабре 2015 года был на совещании у председателя правительства, у Данчикова тогда был тоже по этому поводу. Я предлагал там, например, вот такой вариант еще, например, чтобы поддержать местных производителей, именно местных производителей и именно производственников, когда, например, пускай даже поставить, например, жестче планку, что когда 80% моего дохода складывается от производства моих товаров и реализации моих товаров. Вот у меня доход вот складывается с этого. Я производственник. Теперь, я поэтому говорю, что даже не надо искать федеральные деньги, там, республиканские деньги на поддержку, ничего. Деньги есть. Вот каждый есть, например, если закупка уже выведена на официальный сайт, что эта закупка есть, что эта закупка была в плане графике, и если она была в плане графике, она уже это заложена, деньги уже заложены в бюджет, деньги уже лежат в кучке, они лежат в бюджете уже, эти деньги, они есть уже, понимаете? Теперь, вот, например, когда пошел аукцион, идут торги, и, например, новосибирцы, они сбрасывают вот до 50%. Я не могу просто поработать за бесплатно и за спасибо. Я не могу поработать. Они 50%. Все, я не могу больше торговаться. Но я, может быть, торганулся бы еще, если бы я говорил, что, например, поддержка была, например, правительство нашей республики говорит, мы вот с этих денег сэкономленных, мы можем поддержать местных производителей, и мы ему субсидируем 20% от начальной максимальной цены. Вот это, ну именно правительство нашей республики, оно сможет нашего производителя. Они каждую заявку должны отслеживать, так что ли? Да, и они могут 20% мне, например, от начальной максимальной цены мне субсидировать. И я могу поторговаться, тот тоже не может, да.
В интервью «Якутия-Инфо» глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский заявил, что в районе принимаются все меры по поддержке и увеличению доли малого бизнеса. Ставится цель развить местное товаропроизводство, поскольку оно приносит дополнительные деньги в бюджет и дает новые рабочие места. Помимо этого требуется развитие бизнеса в сфере услуг. Также оказывается помощь тем, кто уже встал на ноги. Однако предприниматель Галина Кашукова считает выбранное направление поддержки не совсем правильным и считает, что отдачи может быть больше при другом подходе. Но хотелось бы получить все-таки анализ, какую-то справочку, сколько же таких структур вышло за этот период за пределы бизнес-инкубатора, технопарка, в самостоятельную жизнь, да, сколько они создали рабочих мест, вот, и сколько выплатили налогов, то есть чем оценивается деятельность любого субъекта, да, малого бизнеса, среднего бизнеса, крупного бизнеса, да, это создание рабочих мест, выплата заработной платы, это отчисление по налогам. Вот. Так вот, выход, где результат, есть этот результат или нет, то есть информации такой нет. Кроме того, что были потрачены деньги на строительство бизнес-инкубатора и технопарка, ежегодно же тратятся деньги на содержание этих структур. Вот. А не проще было бы проанализировать и посмотреть, и направить эти деньги все-таки на возмещение затрат субъектам малого и среднего бизнеса, именно тех затрат, которые направлены на социальные льготы. Проблем в районе много, в том числе связанных с положением самого местного бизнеса, особенно мелких предпринимателей. Можно сколько угодно писать и издавать указы о социально-экономической ответственности компаний-недропользователей на местах, обязывая их взаимодействовать с местным бизнесом. Ни один из них не будет реализован на практике, пока сам нерюнгринский предприниматель не будет твердо стоять на ногах. И надеяться, что пришлая компания усилит его своим приходом, как минимум наивно.